Более 2 миллионов заключенных лагерей, расположенных в Восточном Туркестане, этапированы во внутренний Китай. По результатам исследований тайваньской организации солидарности с уйгурами выяснилось, что Пекин завершил этапирование ни в чем не повинных людей в тюрьмы и лагеря внутренних провинций. За последние 3 года власти Китая заключили в лагеря свыше 5 миллионов человек. С начала 2018 года большое количество заключенных уйгуров, казахов, киргизов и узбеков были высланы в другие провинции, расположенные за пределами Восточного Туркестана. Команда полумесяца и звезды, состоящая из турецких хакеров, взломала китайские сайты в отместку за тюрков-мусульман, страдающих от репрессий в Восточном Туркестане. Хакерам удалось атаковать сайты некоторых госучреждений. На главном заседании ООН был принят законопроект, по которому в течение 6 месяцев Англия должна передать управление островами Чагас, расположенных в Индийском океане, государству Маврикий. Законопроект был предложен представителями африканских стран. 116 государств из 193 участниц ООН поддержали законопроект. 56 воздержались от голосования. В поддержку Англии выступили США, Израиль, Венгрия, Мальдивы и Австралия. Остров Маврикий находился под управлением Англии с 1814 года. В 1968 году по решению ООН Англия была вынуждена признать независимость острова. Но 3 годами ранее, в 1965 году, Англия отделила Чагас от Маврикия и продолжала держать острова под своим руководством. Дома жителей провинции Аракан стали мишенью пушечных выстрелов. Погибло 2 человека. По сообщениям местной полиции, пушечные ядра, запущенные по домам поселка Аликюн, основными жителями которого являются мусульмане, принадлежат военным Мьянмы. Представитель полиции сообщил, что жертвами обстрела стали 8-летний мальчик и его отец. 15-летний подросток из той же семьи получил тяжелые ранения. Саудовская Аравия приняла решение казнить задержанного исламского ученого Сальмана Аль-Авда и 2 проповедников. Английский медиапортал Middle East Eye, ссылаясь на 2 государственных источника и родственника одного из задержанных, пишет, что казнь над задержанными в 2017 году ученым Сальманом Аль-Авда, проповедником Авадом Аль-Карни и ведущим религиозной программы Али Аль-Омари состоится после окончания месяца Рамадан. Специальный представитель США в Сирии Джеймс Джеффри выступил с заявлением по поводу предложения Турции создать на севере Сирии безопасную зону. «Мы ведем переговоры о протяженности безопасной зоны и не верим, что Россия вместе с Турцией замышляет что-то против США», заявил Джеффри. Представитель США сообщил, что на данный момент не удалось достигнуть договоренности и подчеркнул, что протяженность безопасной зоны в 30 километров не представляется возможной.